От лица канала Авар International хотелось бы обратиться к некоторым аварам, которые пишут, что якобы чеченцы или чеченские общества платили аварам дань. Это не так. Такая формулировка некорректна. Итак, пишут скорее всего люди, не очень хорошо разбирающиеся в этом вопросе. Дело в том, что чеченцев до начала 17 века не существовало как единой нации под названием чеченцы. Это название появилось позже. Нахские племена стали называть чеченцами русские. Произошло это во второй половине 17 века, после основания аварским нуцальским родом Турловых, поселения Чачан-Аул, и основания в районе этой местности еще 8 селений. До этого времени были только так называемые нахские племена, локализовавшиеся в свое время в местечке Нашах, родоплеменные общества. Все они были настолько разобщены, что враждовали меж собой. Причиной этого была нехватка земли. С юга эти нахские племена теснили и не давали расселяться на своих землях цари Картли, Кахети. С юго-запада кабардинские князья вели собственную политику по расселению своих этнических групп, лоббируя также расселение на равнине Осетин и недопущению расселения на этих землях нахских племен. Также в Терско-Сунжинской зоне происходила незримая борьба за расселение на этих территориях 3, иногда и 4 этнических групп. С юго-западной и северной стороны это были кабардинцы и русские казаки, с восточной и юго-восточной стороны это были горские тюркоязычные племена, так называемые кумыки, а с юго-восточной стороны это были авары. Но в отличие от других авары, а вернее аварские князья, не препятствовали расселению на нуцальских землях, также нынешней современной Чечни, а напротив способствовали скорейшему ее заселению как можно большему количеству горцев, и авар, и нахов. По мере приглашения аварскими князьями-турлавами, начиная с 1640-х годов, на поселение в местность Чачан-Таала нахских обществ эти нахские, а также и другие, в том числе аварские общества, которые тоже туда приглашались к расселению с горной Аварии, обязывались платить ясак в пользу княжеского аварского дома Турловых, столица которых с 1570 года находилась в аварском селении Михельта аварского общества Бактлюлол. А в дальнейшем, где-то к 1650 году, ставка аварского регионального правящего дома перебралась в селение Чачан-Аул. И поэтому никто никому дань не платил. Аварский правящий дом потому и правил на Кавказе более 15 веков, потому, что никогда старался не ущемлять горцев, а также других своих подданных. Ясак — это не дань, это всего лишь рента за пользование землей, предоставленной арендуемому, арендодателем. Все приглашаемые для заселения, аварские и нахские общества лишь платили аренду, за пользование землей, которая являлась собственностью аварского регионального правящего дома, которая с начала 1570 года, правила из ставки в Михельта или Милларда, как ее называют чеченцы, а потом уже со временем, и из самого Чачан-Аула. В Чачан-Ауле аварская династия правила более 100 лет, пока в конце концов она сама не очеченилась к началу XIX века. И сама система сбора арендной платы была упразднена, так как это новое полиэтническое образование, новая гибридная нация, сформировавшаяся в основном за счет смешения двух кавказских автохтонных групп, аварской и нахской под названием чеченцы, скинула с себя все обязательства по уплате аренды, и фактически захватила арендуемую землю в свои руки. В окончательном решении этого вопроса как раз чеченцам и помог приход к тому времени имамата.